тоже поставлю. Мгм. А я нет. Я боюсь. Сейчас. Да, все. Салам алейкум, Амиран. Рада тебя приветствовать на нашем канале «Крылья нации». Валейкум ассалам, добрый день. Я хотела бы рассказать, как мы обратили на тебя внимание с нашими коллегами. Мгм. Мы увидели твою страничку, и на этой странице ты посвящал песни и на музыкальном инструменте играл песни разных народов Кавказа. Там были посвящены для музыкальной композиции для аварцев, для абхазов, абазин, адыг, осетин, чеченцев, ингушей, ну и различных других народов Дагестана. И нам это очень понравилось, потому что сам проект «Крылья нации» создан для объединения всех народов, и как-то нас это воодушевило. Вторая часть знакомства с тобой произошла после того, как мы скомпоновали и выложили в «Крыльях нации». Там был, конечно, очень теплый отклик наших подписчиков, реакция была положительная. После этого ты тоже заинтересовался, видимо, нашей страничкой, и мы всегда наблюдали за тобой практически уже год. Всегда твои теплые комментарии и слова поддержки всех народов и объективную точку зрения, которую, я давно тоже веду в интернете различные социальные сети, и не все люди могут себе позволить так тепло относиться к другому человеку или к другому народу, хотя это тоже встречается. Я выделила один комментарий, который мне понравился. Он сделан относительно недавно. Если позволишь, я его зачитаю. Да, конечно. Мы выкладывали видео, фрагмент с Турчининовым, известным достаточно научным деятелем, учеником МАРа, который знал в свое время 101 язык. Он рассказывает там об абхазском языке, насколько древний этот язык. И среди всех комментариев меня улыбнул твой. Одно дело, когда тепло отзываются абхазы, другое дело, когда представители других народов. Ты написал: пора объединить в одно целое народа база, чтобы вы могли вместе, абазины, абхазы, развивать свой единый язык и культуру. Когда по всему миру крупицами судьбы вас разбросало, пришло время к объединению и новому будущему в мире и уважении друг к другу. Я хотела тебя спросить, в первую очередь, что дает тебе быть свободным, относиться к другим народам так же, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе? Для меня в первую очередь свобода – это понимать, что ты не один в этом мире, что мир не только вокруг тебя одного крутится, и ты являешься неотъемлемой частью всего этого, что вокруг есть. Соответственно, не может быть человек свободным, когда он находится совсем один со своей гордостью. Человек, у которого большая гордость, и он слишком горделивый, он не может быть свободен. Прежде всего, это свобода освободиться от гордости своей, научиться относиться с уважением к окружающим людям. Я считаю, это самое главное. А как ты реагируешь, когда к тебе проявляют какую-то форму гордыни? Задевает ли это тебя, теряешь ли ты контроль над собой? Я стараюсь никогда не обращать внимания на это. Я считаю, что каждый человек, прежде всего, он по-разному развит, да, у каждого человека разное мировоззрение. Каждый человек по-разному свою гордость и горделивость проявляет. Поэтому у меня нет такого, что я могу обидеться на какого-то человека, да, который там выразил свое мнение, и оно было, например, даже если негативное мнение, да, по отношению ко мне или к моему народу. Потому что у всех разное мнение, прежде всего, я от этого отталкиваюсь, да, и мне помогает в этом, скажем, тот опыт жизненный, который я пережил, та небольшая мудрость, которая у меня есть в моей душе, она мне помогает
спокойно относиться и принимать мнение других людей, всех окружающих. Амиран, когда ты вернулся к исламу, то есть ты родился в мусульманской семье или через какой-то период, как правильно говорится, ты вернулся к исламу в каком-то осознанном возрасте? Нет, я изначально не был мусульманином, и я не был, скажем, человеком, который следует какой-то определенной религии. Вот. Но я с детства всегда понимал, что существует Бог, который создал все вокруг, и что нужно прежде всего не только, как основная масса людей говорит, что нужно Богу молиться. Но я хочу сказать, что прежде всего нужно всегда Бога благодарить за то, что у нас есть, за то, что Он нам дает. И вот это понимание того, что нужно Бога благодарить, я пронес с самого детства до сих пор. А к исламу я пришел, потому что я начал изучать различные религии в определенный промежуток, в определенный период моей жизни. И я пришел к исламу и понял, что это религия для познания себя, познания Бога, Творца и познания всего вокруг, познания мира, можно даже так сказать. Ты родился в Адыгее и вырос среди адыгов, или я неправильно что-то поняла? Нет, я родился за границей вообще. Вот. И после советского времени, когда Союз распался, мои родители переехали в Россию. Вот. В какой-то промежуток времени, сейчас я точно не могу сказать, в раннем детстве, получается, раннее детство мое прошло на границе с Абхазией, вот, там за поселком Веселым. А после этого мы переехали уже в Адыгею, и здесь я живу, я точно не могу сказать сколько, больше половины своей жизни в Адыгее уже нахожусь. Это после войны было, да? А что именно? Ты переехал. Тот период? В Адыгею? Да. Нет. Мы жили на границе с Абхазией в России. Поняла. Все, я поняла. Веселый. Это уже было гораздо позже. То есть это были 2000-е годы. Понимаю. Это, да, совсем другое. А в Адыгее ты живешь? Я вот иногда, когда переписывалась с тобой, не поняла, ты в горах живешь? Я, получается, когда мы переехали в Адыгею, то есть в город Майкоп, если конкретно говорить уже, вот, я большую часть жизни живу в городе, в Майкопе. Но, можно сказать, постоянно, периодически я ездил в горы, либо по работе, либо по каким-то другим делам. Вот. И как-то постепенно я начал приходить к тому, что я хочу жить в горах. Вот. Но, скажем, сейчас вот взять и переехать из города в горы, это очень сложно. Во-первых, потому что есть проблема в жилищном плане, потому что все-таки надо либо приобрести свое жилье, либо найти какое-то жилье, чтобы там находиться. Вот. И я долгое время хотел быть ближе к горам. Я чувствовал, что это то место, где мои предки жили. Я не знаю, как объяснить, но на уровне, наверное, физических каких-то даже потребностей я нуждался в горах. Ты чувствуешь себя иначе? Да. И я постоянно приезжал в горы, то по работе, то на какой-то короткий промежуток времени мне надо было находиться там. То есть я не мог там постоянно находиться. И поэтому я решил просто в один момент взять и бросить всю жизнь в городе и уехать на постоянно в горы. Но опять же, ввиду того, что проблема в том, что нету своего собственного жилья в горах,
приходится снимать жилье, либо находить какое-то жилье, где можно находиться и за это, например, не платить деньги. Как иначе ты чувствуешь себя в горах? Что меняется внутри тебя, когда ты там находишься? И встречал ли ты людей, чем-то ли они отличаются от городских? Ну, кроме манер поведения, наверное. В горах я приобрел новое духовное сознание. Я стал по-другому относиться вообще к окружающей среде, в целом, в природе. Я не могу сказать, что раньше я как-то, скажем, безбрежно относился, да, к природе, там, к окружающей среде. Нет. Но у меня не было того, что сейчас есть у меня. Не было того понимания, что человек – это часть природы, это некое звено в цепочке. Представим, что природа и все вокруг – это цепь, которая натянута. А человек – это одно из звеньев. И вот если это звено выпадает из цепи, то цепь обрывается. Соответственно, этот обрыв приведет к тому, что природа и все вокруг погибает. И вот это выпадение звена, то есть человек выпадает из этой цепочки, тем самым, когда он загрязняет эту природу, да, или же он сам погибает. Я считаю, что если даже человек сам погибнет, если человечество погибнет, соответственно, и природа тоже погибнет. Ведь она связана с человеком, потому что он, наверное, самый главный в природе, который должен урегулировать все здесь. Но вместо И этого он разрушает ее. Да. Это невежество? В какой-то степени, я думаю, да, это невежество. Это то же самое, что относиться безбрежно к своей матери или к своим родителям, которые тебе дали жизнь. Потому что все-таки она нам дает все природа: кислород, воду, земля, на которой мы выращиваем продукты. И в конце концов, продукты, они все обладают... Ну, я сейчас не хочу сказать о том, что это, может быть, покажется из сферы космонавтики. Вот. Но на самом деле я считаю, что те живые существа и все живое вокруг, вплоть до плодов деревьев и листочков и так далее, оно обладает некой энергией. И я бы назвал, если, образно говоря, простым языком человеческим, оно обладает душой, своеобразной душой. Не такой, как у человека, может быть, оно по-другому как-то. Вот. Раньше в старину у абхазов лесник прятал до последнего топор сзади спины. И он обычно не выбирал, какое попало дерево. Они как-то определяли, какие деревья можно рубить, какие нет. И в его задачу входило вместо одного дерева посеять намного большее количество деревьев. Я просто не хочу обманывать, там сколько, 10 в год или там сотни. К сожалению, с приходом, наверное, глобализации какие-то вещи кажутся слишком архаичные и незначимые, что, на мой взгляд, в какой-то степени тоже является большой трагедией, в первую очередь, для самого же человечества. Или раньше охота на животных, она проходила совсем в иной форме. Сейчас это больше похоже либо на браконьерство, либо просто на живодерство, наверное. И вот я не знаю, насколько это правда, но не раз слышала, что человечество за последние сотню лет потеряло более 70% живых существ на этой планете, как в океане, так и в лесах. Это, конечно, да, трагедия. Как ты сказал, ты начал иначе относиться к природе, но как это проявляется? Делаешь ли ты что-либо? Может быть, более аккуратно срываешь цветы или как-то иначе смотришь за деревьями? Как вот уже говорили мы ранее, да, о том, что я в Адыгее живу, и здесь большую часть жизни я нахожусь, и очень долгое время я постигал этот народ, постигал их главные ценности
их мудрость. Вот. И самое интересное, что я одну такую вещь увидел, что в старину вот одна женщина, кабардинка, мне рассказала о том, что, не знаю, сейчас они это делают или нет, точно не могу сказать, но может быть и сохранилось это. Вот. Но давно они делали такую вот интересную вещь. Когда они работали в саду, это конкретно вот в особенности относилось к яблокам и грушам. Они перед тем, как что-то сделать, да, обработать там или какую-то работу выполнить с ними, они разговаривали с ними. И я спросила, как они разговаривали, ну, как это выглядело вообще. Они говорят, что они разговаривали как вот с человеком. То есть, да, не так, чтобы как это что-то другое, а как с человеком, с живым существом. Они говорили обычные вещи, пытались как-то вот... Но самое интересное, что они говорили всегда хорошее что-то, показывали всегда свою заботу. И мне кажется, как я думаю, что эти деревья, они это чувствовали. И вот, и благодаря этому рассказу я как-то стал по-другому относиться вот к деревьям и к вообще вот цветам и к любым, да, к любой растительности вокруг, даже к траве. Я, конечно, не практиковал то, чтобы разговаривать с ними, но я пытался как-то, скажем, передать свое что-то внутреннее, чувства, какие-то эмоции им. Ну, допустим, я подхожу к дереву, прислоняюсь к нему рукой, что-то говорю про себя, внутри что-то хорошее. Да, я пытаюсь как-то внутренне с ним поговорить, не снаружи, да, речевым аппаратом, а внутри, как будто бы я через свое прикосновение ему передаю свою какую-то энергию и слова, которые внутри у меня в душе. Там в горах ты один живешь или у тебя есть соседи? Есть соседи, да, но... Адыги? Ну, смотрите, я живу постоянно в разных местах, вот, и получается так, что население абсолютно разной национальности бывает. Вот. Там и адыги бывают, и русские, и абсолютно. Но я вернусь к вопросу, отличаются ли горские люди разных национальностей от городских? Ну, вот, что можно сказать? Именно в плане общения, в плане какого-то отношения к друг другу я не вижу разницы сильной. Вот. Наверное, разница есть в том, что люди по-разному, наверное, относятся к природе. Все те люди, которые в селе живут, они, наверное, больше к природе как-то ближе, я так думаю. Вот. Поняла. Но честно говоря, да, можно, если я скажу. Честно говоря, я хочу сказать о том, что села и вообще аулы, и вот такая вот жизнь, она уже вымирает. И те люди, которые живут в селе, они, можно сказать, они также ходят в магазины, покупают те же продукты, также живут, как и городские люди, также ходят на работу и все выполняют то же самое, что городские люди. Потому что сейчас заниматься сельским хозяйством и держать животных, скотину, выращивать какие-то продукты очень трудно стало. Еще из-за того, что экология очень испорчена, и почему-то становится очень трудно вообще выращивать что-то на земле. Поэтому многие просто бросают это и перестают заниматься этим. Можно сказать, они превращаются в городских людей уже. Ну, это, конечно, печально. Мы как будто что-то теряем ценное. У меня такой к тебе вопрос. Как я бы хотела вернуться к произведениям, которые ты делал,
на своей страничке для разных народов. Как ты к этому пришел? Начну с первого вопроса. Как ты к этому пришел? К тому, чтобы для разных народов писать Да? песни. Почему вдруг? Я с раннего детства занимаюсь музыкой. Вот. И я всегда люблю что-то новое изучать для себя. С детства у меня такая была привычка. А как я стал разные песни для разных народов писать, я даже не могу сказать точно. Потому что я с детства любил слушать песни разных национальностей. И вот это какая-то тяга к тому, чтобы разговаривать с людьми на их языке у меня с детства. Я не знаю. Может быть, это какое-то, скажем, генетическое, может быть. Может быть, мои предки к этому были склонны. Не знаю. Ты мигрел и лас? Да, да. Нет, дело в том, что это синонимы одного слова. Так называют один народ, просто получается, что на примере, например, народа абаза я могу, чтобы вам проще было понять. То есть, если абазины и абхазы это один народ, абаза, то а другие народы знают, например, их отдельно. То есть это отдельно абазины, это отдельно абхазы. Но если так говорить, то это абсолютно один народ, да, который говорит на одном языке. Так же самое и у нас. Просто одни народы знают нас так, как мигрелы, другие знают как лазы. Вот. Ну, плюс политическая ситуация в том, что народ был разделен, и получается, одни в одном государстве развиваются, у них другая культура уже, и часть народа в другом. Получается, разница между ними существенная, потому что, во-первых, они не общаются, у них нет взаимоотношений, и со временем, за столетия уже так приелось, что это как будто бы разные, хотя это один народ, который говорит на одном языке и в прошлом, да, имели одну единую культуру. Как ты к этому относишься? Тебя это огорчает? Ну, я думаю, любого человека бы огорчало то, что его народ разделен и не имеет возможности вместе двигаться куда-то, двигаться к чему-то, иметь общее будущее. Но а так, что я могу сказать? Раз это произошло, значит, я ничего не могу изменить. Поэтому я должен принять все, что происходит вокруг. Что я не могу изменить. Мне нравится, что ты ко всем вопросам относишься с большой терпимостью. Редкое качество в наше время. Вот когда ты начал сталкиваться с культурами других народов, разговаривать на их языке, мне показалось, ты не только разговариваешь на их языке, но и сердцем разговариваешь. То есть ты делал это от души. Ну, если я слышала песню, там, посвященную народам Дагестана, то ты так это делал задорно. Видно было, что ты очень старался. И также по отношению к другим народам. Что-то у тебя открывалось, что-то новое, когда ты изучал, соприкасался с этими народами через песни их народные, традиционные. Я думаю, что да, потому что все-таки в песнях, можно сказать, отражена душа народа в какой-то степени. И когда я пою на языке какого-то народа, то я, можно сказать, на какую-то долю ощущаю себя представителями, да, представителями этого народа. И благодаря песне я как бы ко мне приходит ощущение вот это вот. Например, если спеть на чеченском, я во время песни ощущаю вот это вот такое состояние, как быть
например, чеченцам. Ну, в какой-то степени, я не могу сказать, что полностью, да, но какая-то часть вот есть этого. У нас это, я понимаю, о чем ты говоришь, потому что это чувство пришло, когда мы делали корреляции, и мы, правда, искренне относились одинаково ко всем. Даже если происходили, хотя я могу сказать, что у меня очень миролюбивая группа, и, правда, очень хорошие подписчики, но там и в Ютубе, и в Фейсбуке, и в Инстаграме, но все равно иногда бывали конфликты, и даже когда между ними происходила конфронтация, я и мои коллеги так искренне, даже по-детски реагировали на это, и очень радовались, когда наоборот было. Поэтому я знаю, о чем ты говоришь, и уже спустя там почти 3 года ощущение, вот когда мы что-то выкладываем про какой-то народ, как будто про себя. У меня такой вопрос к тебе. Ты перестал играть. Почему? Что это за инструмент? Я извиняюсь, начнем с этого, на котором ты играл. Смотрите, вот инструмент, на котором я играю, он называется пандури, или же чонгури. Дело в том, что этот инструмент распространен в Грузии. И в разных частях ее он называется по-разному. Где-то он пандури, где-то он чонгури. Но у мигрелов именно он известен как чонгури. Этот инструмент, он пришел вообще на Кавказ с востока. Он назывался тамбури или пантури. Ну, в общем, название было совсем другое. Оно просто, попав на Кавказ, оно начинает по-другому произноситься. То есть у других народов, как, например, у чеченцев он стал называться дичик пондар, там у осетин далафандыр, у дагестанских, у народов Дагестана он стал называться пандур или чунгур, вот. А у азербайджанцев чагыр и так далее. Вот. Этот инструмент считалось раньше, что этот инструмент как бы соприкасается с душой человека. Когда он играет на нем, он как бы играет на струнах души. В Абхазии он называется ачамгур или ачангур. У мигрелов он был 4-струнный. Сейчас тоже есть такие экземпляры, на которых играют и песни поют. Ну, в основном этот инструмент для того, чтобы исполнять песни. То есть он является как аккомпанирующий. Да, и, кстати, сейчас тогда я отвечу сразу, да, на вопрос, почему я перестал играть. На это пришло как бы в мою жизнь очень много причин. Я очень долго об этом думал, и, как я говорил, что в горах я уже приобрел какое-то новое духовное сознание. И благодаря этому всему я много анализировал свою жизнь и пришел к тому, это дело нужно оставить. Почему ты решил, что надо это дело оставить? Подожди. Ну, я же говорю, это мои внутренние чувства, мой анализ жизни, мое мировоззрение. Именно играть или играть и петь? Именно играть, да, играть на музыкальном инструменте. А что-то другое нельзя? Что-то, чтобы тоже, можно сказать, пусть в маленькой степени, но все равно было примером для подражания, для того же объединения народов Кавказа, какая-то такая польза в какой-то другой форме. Я думаю, что очень много есть сфер деятельности, кроме музыки и искусства, в которых можно это делать абсолютно Ну, ты бы много. хотел? Конечно, для меня самая главная цель, прежде всего, это быть достойным примером для людей, показать. Это хорошо. То есть в 21 веке люди, которые придерживаются каких-то моральных принципов, понятий, нравственности, для которых еще не забыто слово честь, и которые
следует по пути справедливости. А может ли быть оправданием для человека, что он оказался в сложной ситуации современных, светских правил государства? И потому что мне однажды сказал один адык, что кавказцу очень тяжело следовать абсолютно всем правилам, которые есть в светском государстве. Так вот, если многие кавказцы себе говорят, или люди другой национальности, других национальностей, мы можем отступить, потому что, ну, скажем так, выбор между совестью и тем, что, ну, так выгодно поступить, или у них будут проблемы, если они иначе поступят. Вот как ты на такие вещи смотришь? Может ли себе кавказец находить оправдание в том, в чем у нас не принято по горским правилам? Я скажу так, что это дело сугубо личного характера каждого мужчины, как ему позволяет его совесть, его принципы внутренние поступать. Поэтому как я буду поступать, так не поступит какой-то другой человек. Соответственно, и так же само, как другой поступит, так же я не сделаю в разных ситуациях. Поэтому сказать, что да или нет, я не могу, потому что я не буду судить никого. Каждый поступает так, как внутри ему подсказывает его совесть. У тебя есть один пост, он посвящен кавказцам. Как должен вести себя кавказец? Мог бы ты перечислить те вещи, которые должны присутствовать в кавказце обязательно, на твой личный взгляд? Конечно. Прежде всего, для мужчины кавказца я считаю, что он должен быть сдержанным. Самое главное качество. Вот. Кроме этого всего, обязательно он должен уважительно относиться к другим людям, к слабому полу, к пожилым людям, к детям и так далее. Вот. Потому что без этого, соответственно, он не является мужчиной, если он не уважает никого. Человек, который не уважает никого, он не может себя назвать мужчиной. Соответственно, и он не будет заслуживать уважения. Но это самые два основных пункта, да, которые вот, обязательно он должен быть сдержанным, обязательно он должен быть уважительным человеком. Вот. Ну и вот эти качества, кстати, могут проявлять кавказцы при любых обстоятельствах, мне кажется, в какие бы они ни попадали. Но тогда следующий вопрос. Как девушке себя вести сегодня? Допустим, если бы ты выбирал спутницу, какие бы качества в девушке тебя привлекли бы в первую очередь? Конечно, для меня всегда на первом месте будет это внешние факторы. Но я не говорю сейчас о внешности, о красоте там, да, или о каком-то физическом окрасе там, или типу, да, например. Нет, я говорю сейчас о внешности как о поведении, да. То есть, если простым языком говорить, человек, он прежде всего как себя показывает людям, когда на него смотрят, как говорится, встречают по одежде, провожают по уму. Поэтому прежде всего человека надо смотреть, как говорится, с ног до головы, как он выглядит. Если девушка позволяет себе, ну скажем, не то чтобы вызывающие, да, какие-то наряды, но, скажем, которые не соответствуют каким-то эстетическим нормам, да, то для меня это уже вызывает отталкивание. То есть я уже не буду ее рассматривать, например. То есть в первую очередь я буду смотреть, как она выглядит, как она одевается. Соответственно, на втором плане идет ее поведение, то есть вот этот внешний фактор, как она себя ведет, как она разговаривает,
как она относится к другим людям. Если я увижу, скажем, в ее речи или в ее поведении что-то, что мне не понравится по каким-то причинам, да, то, соответственно, опять же тоже для меня она уже не будет рассматриваться как претендент. Хотел бы ты что-либо пожелать нашим зрителям? Может быть, ты хотел бы что-то сказать им, дать какой-то совет от души или предостеречь в чем-то? Конечно, я хотел бы обратиться ко всем народам Кавказа и, в частности, к тем, между которыми сейчас какие-то недопонимания происходят и небольшие конфликты, что не нужно ничего делить в этом мире, ничего не стоит того, чтобы здесь делить и за что-то бороться, потому что мы должны понять то, что все мы идем от единого Творца. Это в первую очередь. Соответственно, если у нас одни родители, это то же самое, я вот всегда привожу такой пример, что, к примеру, если у одной матери двое детей, один из них младший, другой старший, и, скажем, старший ребенок будет постоянно, скажем, нападать на младшего и говорить ему, укорять его в том, что он родился позже него, или там в том, что он там, скажем, какой-то ребенок, который не имеет отношения к его матери. Соответственно, то же самое происходит и между народами. Мы как дети одной матери. И если мы будем друг на друга смотреть так, как будто мы чужие, соответственно, мы оскорбляем как бы свою мать, да, свое начало, откуда мы происходим. И я хочу дать совет, чтобы люди перестали свою гордыню на первое место ставить, считать, что они самые главные и они самые первые везде. Нет, такого нету, потому что мы все от одного Творца, и мы все между собой в какой-то степени братья и сестры. Спасибо тебе большое, всех благ тебе. Мы очень рады, что ты подписался на нас, и мы с тобой познакомились. Что бы ты ни делал, мы тебе желаем, если это благо, пусть это будет успехом для тебя во всех твоих начинаниях. Я благодарю тебя. Ты подготовил песни какие-то национальные? Да, я хотел бы в завершении исполнить несколько песен на разных языках для разных народов вкратце, потому что у нас тоже время ограничено, и я бы смог нам больше языках спеть количество, но я ограничусь 5, чтобы сказать, время не забирать. Вот. И хочу сказать спасибо большое, что сегодняшнее интервью провели со мной. Конечно, много того, что я хотел бы рассказать и сказать, я не сумел, потому что время ограничено. Вот, но... Если ты хочешь, мы можем. Нет, я думаю, что и для зрителей будет тоже утомительно смотреть очень долго разговор двух людей. Тогда повторим нашу встречу по скайпу через какое-то время. Конечно, я буду очень рад, и я желаю вашему проекту большого развития, чтобы ваш проект принес людям мир, чтобы люди пришли к тому, что все-таки, в частности, да, мы кавказцы, мы все братья, мы сестры, мы живем на одной земле, у нас одна мать на всех, у нас один Творец. И наша природа, на которой мы находимся, наша земля, наши горы, это наш общий дом, в котором мы друг другу являемся соседями. И мы хотим, чтобы к нам хорошо относились, но для этого мы должны хорошо относиться к нашим соседям.
тогда и соседи будут к нам относиться. Уважение не может быть только в одну сторону. Уважение, оно основывается только на взаимности. Поэтому я хочу пожелать всем уважения и мира, и добра. И самое главное, чтобы ценили те отношения, которые сейчас есть между нами, дружеские и братские. Спасибо тебе, брат. Всех благ тебе тоже. Тогда я сейчас вкратце исполню песню. Начинаю я с адыгского языка. Эта песня называется «Синана». Ее знают и в Адыгее, и в Кабардино-Балкарии, и в Карачаево-Черкесии, и даже в Осетии поют ее на осетинском языке. Синаны сипсем хвазгадау, дунем насып хазазет, вигаши вовурвереду, мыщелем сышизет, синаны усиде сепсеп, дехавюзи эрзихель, сфош анепсон варалей, воши зыгане хурдуней. Ой-ра, 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 синана дыша, синана даха, синана даха, синана дыша, синана даха, синана даха, синана дыша. Теперь на осетинском языке. Песня называется «Ихчиндан». Ихчинда, ихчин, шевадо, далбутын сауын, налмабор. Варжинда варжин ма варжон, дау ферух канин налмабон. Варжинда варжин ма варжон, дау ферух канин налмабон. Теперь на чеченском языке. Вайн дегнех херста шуалу, вайн ирсандай иладо, лар ойла хөвес чудала, бусул басан нохчичо. Дögdöhne bir sannahinla, Olaloy mahejatı, Lar oyla höves çudala, Busul basan nohçiço, La ilaha illallah, La reves çudala, La ilaha illallah, Busul basan nohçiço. Теперь хотел бы исполнить на аварском языке. Анса дерилгини, генди бир цибир, Цвабзахец ашварал, шамилил цвири, Ассалам алейкум, аваразу халк, Ахул халдахварал, мен хич илвасал, Ассалам алейкум, аваразу халк, Ахул халдахварал, мен хич илвасал, Ассалам аваразулра, Ассалам имам разулра, Ассалам махачилатал, салам аваразул халк. И теперь на карачаево-балкарском языке. Джаум көлеме жекмеді, таяқ жау жалмаса. Küte ay mirünü tekmeydi, küte ay mirünü tekmeydi, çuva keçi bulmasa. Küte ay mirünü tekmeydi, küte ay mirünü tekmeydi, çuva keçi bulmasa. Спасибо. Я благодарю тебя. До встречи, Амиран. Всего доброго. Абзиар. Сервис. Gözün sese dola, sina sirla sedarchi. Ничара ушхунаевла, хаза безныште дарчи. Куш вас сому калека, нинчаш нежно иласо. Орховы сарлага драбун, шецарайла вей. Арашты курацавы, зардариш тарас. Ширширканой дугама, Vargılsa
Zaita, Ahraporoso, Apsadauto, Apsatады, Apsagывара. Апсваргылся Заита, Ahraporoso, Apsadauto. Genderin tibi Vabzaxet aşvara Şamirin tveri Assalam alaikum Avarazuha Вапу алкасатлямы, нахпапу элсыпаме, Сихашу дышидамы, ванрыспам сердце буней. Синаны, да, орира, о, Синаны сидахаче, Синаны вотидуней. Ойра, Синаны нахпы, Sinane dışı Sinane Sana daralıp dursam da Madırım çok geçirgi Güçda tabıp aytalmayma Bensiz nasıl bir boldurgi Akra uzalatı beşdu Akzılları sövmekli Sarıları ayrılıdu Acı suyu köymekli Akra uzadı naklayma Kızıl Oh na 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 Oh na 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 iya Vapurina Kol vapiro Çikimi çiçe Mapşariya Oh na 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 Oh na 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 iya Yapunci dalı çıkalay kani yar dalı kalay Rumazgada akuna hikşatta huyt dala Yapunci dalı çıkalay kani yar dalı kalay Rumazgada akuna hikşatta huyt dala Galay rudalay yakulu dalay rudalay Amana dalay rudalay dalay